Обратиться к вам, Дарига Нурсултановна, обращаюсь к вам как сельхозтоваропроизводитель. Обратите внимание на сельские школы. Мы начали разговор вести про наши базы. Дело не в этом. Я прошу, нужно срочно принять меры. Наших детей надо заставить хоть немножко обучаться труду. Мы с вами здесь сидящие все это проходили. Мы ростим тунеядцев, самых настоящих, пусть это жестко сказано, но они не могут убирать классы. Они не имеют права убирать с доски, они не могут идти разносить обед, они не могут на приусадебном участке, они не могут на картошку. Скажите, какой багаж у них есть? У них нет уважения труда к техничке. Я помню, за ухо вот так вот цепляли, говорит, что вот эта женщина убирается и все остальное. Совесть поимей. У них ни любви к родине, ни 9-10 класс собрался, сел, начал разговаривать. Социальное качество жизни, вы знаете, Зенченко на высшем уровне. Спрашиваю. Кем будете, ребята? Полная тишина. 10-11 класс, который завтра выходить будет за пределы школы, не знает. Еду в институт, то, что сегодня поднимался вопрос. За техническое отделение. Это университет города Петропавловска. 40 детей. Сижу, слушаю, долго переговоры, разговоры. Говорю, ладно, извините, я все-таки с села приехал. Сколько сельхозы направления эти люди за техников поедут в село? Один встал. Я говорю, зачем я здесь сижу? Зачем сижу? Для чего здесь время теряю? Я говорю, почему не идете? Улыбаются, сидят. Но, а с другой стороны, вы посмотрите, а что не видели? Мы со школы, я вот чисто из себя из школы помню, девочки ходили телят управлять, потому что с города, согласитесь, животноводом никто не поедет. Надо в деревне все это прививать. Мальчики, как бы там мел, с корочками трактористы со школы выходили. Уже что-то руками чувствовал человек. Сегодня со школы перепрыгнул куда? В институт. Все, поступил на какую специальность? 50 балл проходной, представляете? На аграрной специальности 50 балл. Мы ставим перед премьером вопрос, дайте еще квоту на бесплатное обучение для сельских этих студентов. Говорит, мы будем продавать. Говорит, Геннадий Геннадьевич, куда? Мы это не осваиваем. Если сейчас мы поставим вопрос, что 3 года он должен отработать по специальности или вернуть деньги, можно завтра закрывать отделение. Базы у институтов нет, практики никакой нет. Или студотряды надо думать. Что-то надо думать, как-то этих детей заставлять немножко в жизнь входить. То же самое среднее звено. Выучили высшее образование. Кем командовать будут? Наши ПТУ, наши техникумы. Не то, что грустно так. Это все можно поправить. Это нужно сегодня решать. Почему? Потому что молодежь теряем. И теряем с детского сада. Если это не поправим, потом уже учить некого будет. Вот вы сегодня слышали, просим стариков, пожалуйста, у всех так. Сегодня наше хозяйство, 25 домов я строю ежегодно. 25 домов. Вся социальная сфера. Но ни одна молодежь не остается. Живу за счет того, что приезжих из отдаленных регионов. Геннадий Геннадьевич, регламент. Спасибо большое. Хочу пожелать нашему Министерству сельского хозяйства успехов в достижении намеченных задач, чтобы меньше делали ошибок. И больше все-таки ставку делали на те хозяйства и прислушивались, кто непосредственно делом вот эти вопросы решает и доказывает, что в Казахстане сегодня можно это все производить и можно на высоком уровне все это содержать. Спасибо большое.